Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздерді Победа ауылдық кітапханасы қарсы алады. 30 жыл бұрын қаһарман қазақ ғарыш әлемін бағындырды. 1991 жылдың 2 қазаны қазақтың ғарыш тарихына алтын әріптен жазылған күн. Тоқтар Аубакиров Союз ТМ ғарыш кемесімен Александр Волков австриялық Франц Бекпен бір аптадан аса уақыт ғарышта болып, аман-есен жерге оралды. Тоқтар Аубакиров в 1991 году стал первым в истории казахстанцем, покорившим космос. К этому историческому событию вел долгий и насыщенный путь. В нем было множество побед и нелегких испытаний. Биография Тоқтара Аубакирова – история человека, который смог осуществить детскую мечту и даже превзойти ее. Мечта стать летчиком у Тоқтара появилась еще в детстве. Детская мечта Тоқтара, как и других космонавтов РК о небе, исполнилась благодаря его усердию и трудолюбию. Тем не менее, летчик никогда не думал о покорении космоса. Судьба сама подарила ему такой шанс. Аубакиров впервые самостоятельно поднялся в небо в 1965 году. По признанию летчика, это событие стало одним из самых ярких в его биографии. Несмотря на успехи в небе, Аубакиров не мечтал о космосе. Наоборот, дважды отказывался от такого шанса. Впервые Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил полет ему еще в 1985 году. Потом повторил предложение в 1990 году. Тоқтару было не до этого, и ему нравилось бороздить небо. На третий раз летчик все-таки согласился. Бросать коллег и работу было нелегко, но мысль о том, что казахстанец впервые побывает в космосе, придавала уверенности. Тоқтар успешно прошел медицинское обследование и в 1991 году приступил к тренировкам в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В октябре 1991 года космический корабль «Союз ТМ-13» стартовал с космодрома Байконур. Кроме Аубакирова, в состав экипажа вошли командир экипажа Александр Волков, австрийский космонавт-исследователь Франц Бек. Тоқтар пробыл в космосе почти 8 суток, работал на борту орбитального комплекса «Мир». Имя Тоқтара Аубакирова навсегда вписано в историю Казахстана.